У нас люди подходят по мере, ну, как время позволяет. И я каждому читаю то, что у нас происходит, как протокол собрания ведется, люди записывают свои данные. Сейчас я буду рассказывать очередному человеку, что происходит. И к нам подошел наш научный руководитель археологических раскопок. И она вкратце тоже расскажет, что это. Значит, чтобы вы понимали, дайте мне ручку. Да? Я объясню. На сегодняшний день определенный участок, общественное пространство. Сегодня собрание обсуждает благоустройство. Присутствуют здесь живущие и представители родственников. Да? Приходят люди по мере, как время позволяет. Суть такая. Произведена вот эта аэросъемка, мы уже определили, что вот такая форма будет на каждом, у кого родственники, вот такая форма. Чтобы вы понимали, вот здесь будет, мы уже согласовали Подгосногородовых, все согласовано, Лукиных тоже согласовано, и теперь вот вы подошли, нам интересует вот насколько участок, люди волнуются, глубоко, там, боятся инфекций и так далее. Были из этого дома, из этого, они интересуются, насколько серьезно. Но я объяснил вкратце, что вот планируется что-то, эта схема. Действительно, уже подготовлен крест, будет постамент внизу вот здесь. И мы занесем всех, кто присутствует. У меня, согласно предписанию городского округа по общественному пространству, задача стоит убрать все, вывести. В связи с тем, что это не соответствует назначению данного участка полностью. Потом будет производиться отсыпка. Вот здесь мы делаем площадку, где вы будете производить площадь памяти. Здесь установлен будет крест и памятная плита по этому. Вот это предполагается, когда вы проведете, вот эта сломанная глыба передастся в музей города Якутска, пускай они там разбираются. Ну, как артефакт. Потом все, здесь мы еще спланируем, доверем до рабочей площадки, как это все будет, нарисуем и передадим в градостроительство для принятия уже четкого плана вот здесь. Все. Единственное, что остается, ну, в принципе, все родственники согласились на такой проект, что вот такие будут плиты. Их будет 26, один крест и одна плита здесь. Все. Это финансируется из народного бюджета, но так как там есть работы, как благоустройство гравия, песка и так далее, это все за счет и родственников, и нас, да, здесь. Но в данной ситуации археологические раскопки благодаря вам тоже внесены в государственное финансирование. И на сегодняшний день, в принципе, главная задача нашего собрания — это принимать решения, сообща о том, что надо убирать старые заброшенные памятники. Все вкратце так. Хотелось бы вас позвать рассказать. Предполагается, что мы сплошным вскроем вот эту площадь, ту, где отсутствуют надгробные сооружения. Как нам показало зондирование, сооружений нет, но погребения там все-таки есть. И поэтому мы предполагаем вот эту площадь вскрыть, хотя бы узнать, сколько там этих погребений. Согласно наших изучений, это же историческое место и общественное пространство. Ваши раскопки дадут доказательством того, что это действительно историческое памятное место. И на основании этих раскопок мы можем рассчитывать на то, что федеральный закон, распространяющийся на исторические памятники, да, не будет затрагивать интересы ближайших и так далее. И здесь не будут, будут запрещены все строительства, но не будет зоны 100-метровой.
Да, это действительно так. Мы приняли же в прошлом году, в общем-то, мне кажется, оптимальное абсолютно решение не придавать статус объекта культурного наследия, а придать этому скверу статус достопримечательного места. Такой статус не предполагает 100-метровой защитной зоны и не предполагает обременения на прилегающие территории. То есть это вот решение, оно оптимальное, департамент культурного наследия согласился с этим, и поэтому как бы, мы вот выработали оптимальное. И проведение раскопок, оно на изменение статуса никак не скажется. Ну, оно будет подтверждением для конечно, научной вот, нашей... подтверждением возраста, солидного, более чем столетнего возраста этого кладбища, да, конечно, оно будет. И будет какое-то Безусловно. значение для историков Якутии, там, России. А это зависит от того, что мы там найдем. Понятно. И вот на сегодняшний день меня вызывают как бы в Москву для подписания договора как представителей Геокорда, да, я так понимаю, это научно-исследовательский институт, да, представляется. И я просто хотел сказать, я же туда еду подписывать договор и получать, чтобы они нам открытый лист предоставили, я правильно понимаю? Да, составить обоснование заявления на получение открытого листа. И вот тогда, может быть, в вашем присутствии получится быстрее и проще это сделать. Спасибо. То есть получается, что я туда съездю, договор заключу, государственные деньги, выделенные на данный проект, отправлю, и все. И дальше мы приступаем к работам. Вот по вашим меркам, сколько времени займет? Вот я предполагаю, как вы говорили, где-то с 15 июля до 15 Я думаю, что недели нам будет достаточно. недели. Недели. Все зависит, когда открытые... Неделя, 10 дней. Все зависит от того, как мы получим открытый лист. Без наличия этого документа работы проводить мы не можем. Как только мы получим открытый лист, вот тогда только мы сможем начать эти работы. Предполагаете, а там открытый лист, вот сейчас документы я подпишу, какие-то документы с вас потребуют, там, так далее. Сколько времени уйдет на этот открытый лист? По закону выдача открытого листа занимает 30 дней. Вот ни больше, ни меньше. Обычно Министерство культуры Российской Федерации исключительно ориентируется на этот срок. Суть моей поездки – подписание договора и предоставление распоряжения мэрии города Якутска о народном бюджете о выделении средств. Да. Все. Потому что заявка на получение открытого листа обязательно включает подтверждение наличия финансирования работ. Это обязательно необходимая часть документации. Нет, это форма, в которой валяется. Это будут мраморные вот такие вот эти. Здесь будет указание обязательно. Фамилия. Вот, из бетона или из бетона. Да, 60 килограмм сидит. И сверху мрамор, типа под рамором. сделано. Да, под рамом.